Республикат политикат партия Апснужларак Зара форум изаамтанут заизарадум япыситақва. Делегат шала шажум, референдум амьяп граза апшгарат бук иш нахазазтара, айзрадо усурашка апкарарыман, апснахада Рауль Хаджимба, апснахады хатыпой Виталий Габня, гларейзер депутатша, айбешра ветеранша, а политикат партия кой аважлара печкара кой хатарнакша. Хатырску хаважла, хатырску хенткара хада, хатырску айзера делегатша, депутатша, партия печкара кой хатарнакша. И табуб хашахот егешел хазарги, шуску аныжный хаби хайзераду вчахала шурхоз. Уецака актуалрах суйштара зуны. Ацухтан пиамта захтулача имя пысва процесска, урти русуава дайро кайма кайчак, ацлум харарыгм харо. Атагыла за ашавалпше нехаднацут, и я шохшарат акцентка ралка ара разбатара. Енагузала, гахунткара ргылара, а таурухача апхей дыргулон и цауроу и прогрессивту дас езгварто на хаква ирчейту и псахту а перспектива змо измами. Объектив лохшара ахцарск тахазар ехапсними пус вахтысква агурах дыргот пыжарыла хадарала айтаграко рым яхшану ацгихом икам хакхаква айцахараква атыпамам ханегатив уртава дайрококо аха рапых разынги амта тахуб хтулачы иташин таларцазин политика тагылазаша ачера аминурцаз а экономика ихарцазы а ою социал бзазара зиграб хадзиргылана ахунткара ялнар шарубацки рокуерчагылана акпара уямчха гаругора яхалап чабая абот уягана хала уйдзукмукша айграква тенденция тупшамо Чидалак, айнуцка биушкор министра система ехацанаква, а харагаги изаацо по гуртынчра, хапсучра когваз туацпилча, а криминалы рево ус башамаша ехацом, абснахадай администрации парламенти русуры обзаураны, яларчахайта ус партват система айтаграква, набдыркра, кырдза иштыххайдара, аус бецвагир валафаху елкау уизег зыкацу имачхарт по коррупции рчо схемаква ehахарца гурагара артапсахраква харадук имгаква алсвебзеква хылча апрахбугвит ацухтон пиамтазы ялука шайх заракуков а банк система аусура айтак раганахала а туризме курорты инфраструктура айх траусачев Абсолютно или хопсрал и все цикл нарбой, а хенткара айба изыдгыла проект порыла кредит солсвядам. Аджу аутраты хайры хой дачаджу ядзо тара хопсат обсыз. Арта проект куэрзоужин 3 миллион мат яшуп уизагирыз хом ахаряк пишечок сынпей гацо айба пишеча урдаус куэрзоужу 5 миллион. Аргамаю барапихов Ацара министры культуры, министры апсу бисфа, ачера милат культура, арцайрата адзарат пуша, адзыргара гана хала хапхака, алсфебзия, азыш шачакойкшогацу. Айх заракуков, ачар политики хейлаки, а спорт ускурзы, а хейлаки напыз лагова усмебга курчу. Убас хтыс дуни калет, канифа хааквер тагдзану вajвепсна, Я химия пыса за шепулом поласла за чемпионат. Уяхдар бейт за гинджера абснами края что картула амч шакумхо и хипшим хара хунтка рашка а дуне через хава интерес. А милат шепулом пол ахт стыргет ха спортсменцах зерхагаква. Айд слабраква и нагылет хаважлар. Ярчохет патриот шанныра хараква. Схиярху нехагифи деснахала зеги уяйраду. Абснанапгара хажлар закудурбух зазцарака, ирвакуб картула и пснир хача, айсрат меква рейцатра. Лапчабая абот и гридзис, и хыз ацхакурвак наха ханишка рыжиз. Ужезы цхакуб, ахахак бухвет, уртамеку раркра и шатсахора. Урустула ацхара арала, имя пысвет, амедуку и коммуникацию ремонт, а медицина душхар такую аппаратуру рекуршера. Районла аважла диспансеризация. Абснан абхгаре рушит. Урустула ацхара арала, ачхаракачла, а энергетика кризис хала шара абцара.
мач-мач акәзаргьы имҩаԥысит уаанӡатәи аиҳабыра атәыла иазынрыжьыз ауалқәа ршәара, иубаратәы иҟоуп араионқәа ақалақьқәа радминистрациақәа дашу ирымоу лшарақәа ирҭагӡаны рыӡбара ишиаҿу афымцалашара, аӡымҩан гагақәа, амҩақәа, егьырҭ акоммуникациақәа уҳәа рырҿыцра, рыԥсахра. Ирацәоуп араҟа зыӡбахә ҳәаша усқәа, аха ҳәарас иаҭахузеи, иҟоуп имаҷымкәа аҩыжәрақәа, ҳгәы иаанагоит ианаамҭоу аҭакԥхықәра иақәыршәалатәуп ҳәа зуалԥшьа ззынамыгӡаз амаҵура-уаа мыцхәы иадхалатәым акадрқәа рротациак. Иҵегьы ирӷәӷәатәуп арезонанстә ҭбаа змоу ауаҩшьрақәа, акоррупциатә усқәа раарԥшразы имҩаԥысуа аусеилыргарақәа. Аҳәынҭқарраҿы апроблемақәа есымша иҟоуп агәынамӡарагьы, аха уи иаанагом гәыԥҩык иаарҭаххацыԥхьаӡа аҳәынҭқар дыԥсахлатәуп ҳәа. Иахьа апозициа иҳадыргалоу зҵаара ҿыц ахада иалхра рымҩаԥгара иҵаҵӷәыдоуп. Убри аҟнытә ипровокациоуп ҳәа изааԥхьаӡоит. Уахь ҳара ус ҳамаӡам. Ари апровокациа ҳхы алаҳархәӡом, ҳарҭ иаҳхаҵгылогьы уиоуп ирыбжьаагоу. Предметом обсуждения и дискуссий на нашем сегодняшнем съезде могут стать самые разные вопросы, актуальность и острота которых продиктованы складывающейся в стране ситуацией и вызовами неспокойного времени, глобальными процессами, происходящими вокруг нас. Мы готовы открыто говорить о наметившихся в стране позитивных тенденциях, а пока еще не преодоленных сложностях в социально-экономической сфере, о первых симптомах реформ системы госуправления и причинах, сковывающих эти процессы в ряде сфер жизнедеятельности государства. Однако главным вопросом нашей повестки является отношение Республиканской политической партии Форума Народного Единства к проведению референдума по вопросу проведения досрочных выборов президента. Хочу отметить, что по горячим следам выдвижения требований оппозиции о необходимости проведения референдума задолго до оглашения мнения президента по этому вопросу Форум Народного Единства сочла целесообразным высказать свое однозначное мнение по данной проблематике. Мы выступили со специальным заявлением еще 10 октября 2015 года. Позиция Политсовета партии была представлена в контексте политической и правовой оценки предложения о референдуме. И наше отношение не претерпело практически никаких изменений. Общеизвестно, что основанием для инициативы проведения референдума, как формы волеизъявления граждан, могут служить вопросы, имеющие судьбоносное значение для общества и государства. Мотивацией для выдвижения вопроса о недоверии главе государства и назначении досрочных президентских выборов могут стать факты, свидетельствующие об изменении политического курса, грубом игнорировании Конституции, причастности к коррупционным сделкам и другим преступлениям, подрывающим основы государства. Вполне очевидно, что никаких таких оснований у инициаторов проведения референдума нет. Президент Республики Рауль Джумкович Хаджимба избран законным демократическим путем в ходе альтернативных выборов 2014 года. Конституцией Абхазии регламентируются все вопросы, связанные с 5-летним сроком его пребывания в должности главы государства. И попытки навязать обществу иные своевольные толкования противоречат основному закону. Важно подчеркнуть, что в выборах президента Абхазии принимал участие кандидат от оппозиции. Выборы признаны легитимными, их результаты также признаны международными наблюдателями. За 1,5 года нахождения на посту президента Хаджимба при поддержке Народного собрания, несмотря на ожесточенное противодействие оппозиции, добился разработки двустороннего подписания и ратификации нового договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. С тех пор в рамках данного базового договора подписано множество соглашений между министерствами и ведомствами двух дружественных государств. На последней встрече президента России с президентом Абхазии была отмечена последовательность и стабильность взаимоотношений двух государств. Несмотря на попытки оппозиции навязать обществу мнение о том, что будто с приходом к власти нового руководства Абхазии отношения
с Россией стали ухудшаться, развитие событий свидетельствует об обратном. Идет активное взаимодействие сторон по принятию соглашений в сфере социально-экономического, военно-технического, научно-образовательного, курортно-туристического, медицинского и культурного сотрудничества. Налаживаются многосторонние взаимосвязи с субъектами Российской Федерации. За сравнительно короткий срок состоялись 5 встреч президента России и Путина с президентом Республики Абхазия Хаджимба. На этих встречах проходит обсуждение хода выполнения базовых договоров и соглашений и между двумя государствами, входит в русло дальнейшего развития социально-экономического взаимодействия. Северокавказский фактор всегда имел для нас особую историческую и политическую значимость, потому что с народами, проживающими в этом регионе, нас связывают глубокие генеалогические корни. Вполне очевидно, что с приходом новой власти эти связи стали более интенсивными, как на уровне официальных структур, так и на уровне молодежных, общественно-культурных, ветеранских объединений. На фоне таких позитивных сдвигов не выдерживают никакой риторики и голословные обвинения в адрес секретаря Совбеза, командира, героя Абхазии Мухаммеда Килба. Новым руководством Абхазии предприняты серьезные шаги по преодолению кризиса и осуществлению реформ. О том, какие имеются достижения в этом плане и какова суть пока еще не разрешенных проблем, отмечено в послании президента Народному собранию. Следует сказать, что деятельность новой власти на пути реформ заметно осложняется кризисом в России, да и в мире в целом, и другими факторами. Однако руководство Абхазии старается минимизировать последствия складывающейся вокруг нас непростой внешнеполитической конъюнктуры. Прежде чем отметить значительные позитивные сдвиги и достижения в ряде приоритетных направлений, считаем уместным привести цифры, характеризующие деятельность прежней власти. Тяжелым бременем легли на нынешнее руководство страны внешние и внутренние долги, в частности 2 миллиарда по железнодорожному кредиту, 700 миллионов рублей по банковскому, около 800 миллионов внутреннего долга в различных сферах народного хозяйства. Новым руководством производятся выплаты по телу железнодорожного кредита в соответствии с планом, предусмотренным соглашением. Погашены многомиллионные долги перед работниками садоводческих хозяйств, долги Минздрава, медицинским учреждениям Российской Федерации. Действующая власть приняла страну в состоянии фактического банкротства в общей сложности более 3,5 миллиардов рублей внутреннего и внешнего долга, разрушенную банковскую систему. Мы не раз обращаемся к этой печальной статистике, потому что наши оппоненты пытаются всячески сглаживать прежнюю ситуацию, представить ее весьма благополучной. Мы считаем, что общество должно знать, на фоне каких сложностей и барьеров приходится восстанавливать социально-экономический потенциал государства. Результаты деятельности нового руководства свидетельствуют о наметившейся тенденции оздоровления финансово-экономической ситуации в стране. Правительство выявило внутренние резервы для выплаты отдельным категориям бюджетников повышенной зарплаты, в том числе работникам образования, здравоохранения, культуры, органов прокуратуры и судов. Заметные сдвиги достигли в сфере пенсионного обеспечения граждан при поддержке Российской Федерации. Позитивным изменениям следует также отнести работу по кредитованию малого предпринимательства, на которую государством было отпущено в прошлом году 200 миллионов рублей. Этот процесс будет продолжен и в нынешнем. Для этих целей предусмотрены 300 миллионов. Оценивая социально-экономическую и политическую ситуацию, необходимо учитывать множество факторов, как внутренних, так и внешних. Они были затронуты в послании президента, который говорил о негативных последствиях негативной социально-экономической политики последних лет, о примитивной структуре экономики и других проблемах. Президент также отметил, что не был создан реальный сектор экономики. В послании говорится о кризисных явлениях в мире, оказавших прямое негативное воздействие на экономику республику, о неэффективном госуправлении в высокой степени коррупции. Оппоненты власти хранят молчание об этих явлениях, критикуя руководство страны. Они ни словом не обмолвились о мировом кризисе, будто эти процессы не отражаются негативно, в частности и на нашу экономическую ситуацию. Вместе с тем, несмотря на неблагоприятную внешнеполитическую ситуацию, власть с трудом медленно, но все же преодолевает эти сложности. Она выполняет свои бюджетные обязательства.
При этом руководство осознает, что достигнутые показатели пока еще далеки от удовлетворения социальных запросов общества и страны в целом. Поэтому оно почти удвоило в 2016 году бюджетные плановые показатели. Однако оппоненты не хотят или не желают замечать этого, преподнеся обществу все в ином свете. Пытаются внушить людям, что власть лжет, некомпетентна, обещания не выполняются, в экономике катастрофа, бизнес якобы разоряется, рабочие места будто бы сокращаются. Уважаемые друзья, мы избежали настоящей катастрофы в 2014 году. Государство ценой значительных усилий вошло в русло стабильного развития, но оппонентам явно мешает признать эту объективную реальность и их реваншистский настрой. Объективную оценку тенденции можно дать только опираясь на цифры, если смотреть на них непредвзято. Обратимся к статистике. Например, увеличение доходов в туристической сфере за 2015 год составило более 100%, а по Рязанскому заповеднику многократный рост наблюдается. Спрашивается, за счет чего обеспечен такой рост в этой сфере? Во-первых, инвентаризация частных и государственных объектов выявила более 3000 незарегистрированных в прошлом койко-мест. Во-вторых, значительное усиление налогового администрирования. В-третьих, наблюдается рост количества отдыхающих за счет прозрачности их учета. Руководство объединения пансионатов курорта Пицунда смогло не только погасить прежние многомиллионные долги, но и обеспечить собственными силами ремонтно-восстановительные работы на хорошем качественном уровне. В недавнем прошлом нас пытались убедить, что курорт окончательно исчерпал себя, устарел морально и физически, нерентабелен, и его надо продавать. При Министерстве экономики создано госинвестиционное агентство, которое приступило к работе по созданию инвестпроектов. Государство ведет целенаправленную работу по созданию относительно самодостаточной, независимой экономики путем планирования краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ. Если брать банковскую сферу, то на начало 2015 года из 8 коммерческих банков 3 были прибыльными, 3 на грани отзыва лицензии. По итогам 2015 года 6 банков показали положительные результаты. Была проведена работа и по возврату долгов, реструктуризации задолженности, в результате чего юридическим лицам погашено долги на сумму 600 миллионов рублей, фактически считавшихся уже безнадежными. В целом за 2015 год банковские доходы увеличились до 500 миллионов. На начало 2015 года держателями карт АПРА было до 2000 человек, на сегодня их уже 20 тысяч. Установлено более 60 банкоматов и 300 электронных устройств. Все это позволило привлечь в нашу экономику 1 миллиард рублей денежных средств, обналиченных иностранными туристами. 16 тысяч пенсионеров получают пенсии по банковским картам, что практически привело к прекращению очередей. Процесс это непростой, но идет по пути прогресса. Далее, другие показатели. Рост объема отраслей экономики в 2015 году на уровне 30% по сравнению с 2014 годом, в том числе внешнеторговый оборот. Рост промышленного производства, то есть реального сектора экономики, составил 65%, то есть в суммарном, в денежном выражении от 3 миллиардов 300 миллионов до 5 миллиардов 500 миллионов рублей. Как известно, основными показателями состояния экономики являются показатели экспортно-импортных операций, а также сальдо в торговле. В 2015 году экспорт вырос на 55%, отрицательное сальдо в торговле удалось сократить на 8%. Доля экспорта выросла с 17 до 20% в 2015 году. Устойчивый рост экспорта и его рост по внешнеторговому обороте зафиксирован и за 4 месяца 2016 года. Рост экспорта составил уже 30% по сравнению с 2015 годом. Продолжается сокращение отрицательного сальдо в торговле. То есть Республика Абхазия производит больше товаров и больше продает за границу. Так, одним из важнейших индикаторов экономической ситуации является рост количества участников экономической деятельности.
По данным Министерства по налогам и сборам, количество индивидуальных предпринимателей в 2015 году выросло на 400 по сравнению с 2014 годом. А нам говорят, что у нас разоряются, рабочие места теряются, то есть бизнес в кризисе. Юридических лиц в 2015 году зарегистрировалось 450. Эти показатели роста среднего и малого бизнеса, рост количества рабочих мест и деловой активности населения в целом. И это вопреки голословным утверждениям наших оппонентов. Эти достижения связаны с усилиями, предпринятыми новой властью. Но, как уже отмечалось, этого недостаточно, так как потребности страны и населения намного больше. Мы вполне отчетливо видим, где не дорабатывает правительство, медленно выполняются поручения президента, озвученные в послании. И это не может оставаться вне критики, вне поля зрения президента, парламента и общества. По поручению главы государства и правительства Центром стратегических исследований при президенте Абхазии разработан программный документ «Стратегия развития Абхазии», открыто и широко обсуждавшийся в обществе и в средствах массовой информации. Следует отметить, что бывшее руководство Абхазии вовсе отрицало необходимость разработки каких-либо долгосрочных программ социально-экономического развития государства. Сейчас уже начинается новый этап работы над отраслевыми программами. Также следует отметить, что работает созданная президентом Конституционная комиссия. В ее состав входят представители ведущих политических сил страны. Выработанные комиссией предложения направляются в парламент. За сравнительно небольшой срок создана прочная правовая основа для осуществления реформ судебной системы. Парламентом приняты документы по реформе органов местного самоуправления. Было бы неверно отрицать факт их качественного обновления. Выборы депутатов районных и городских собраний прошли на основе нового закона, и мы видим, что вновь избранные депутаты открыто уже обсуждают кандидатуры главы администрации, представляемой главой государства. Мы хорошо осознаем, что судьба реформ, как и в целом судьба государства, во многом зависит от стабильности и правопорядка в стране. Форум Народного единства считает необходимым значительное обновление кадров не только в правоохранительной системе, но и в ряде других органов госуправления. Первые шаги по обновлению и оживлению деятельности аппаратов госуправления уже предприняты. Ротация кадров начата непосредственно с администрации президента. Мы уверены, что это обновление коснутся всей вертикали власти. На фоне вышеизложенного кажется совершенно безосновательными намерения оппозиционных сил добиться проведения референдума по вопросу о доверии главе государства, вся деятельность которого направлена на укрепление государственности, улучшение социально-экономического положения людей. Такие попытки не в меру амбициозных политиков и бывших чиновников, загнавших страну в долговую яму и поставивших ее на грань утраты суверенитета, в результате массовой незаконной паспортизации граждан Грузии, проживающих в Абхазии, свидетельствуют лишь об одном. Все их действия продиктованы не верховенством закона и права, не интересами государства и народа, а только реваншистскими своекорыстными целями, попытками реанимировать систему, при которой они себя чувствовали комфортно и вольготно. Мы не можем согласиться с доводами о том, что якобы майские события 2014 года были вызваны только социальной угнетенностью людей и другими проблемами, лежащими в материальной плоскости, или тем более с тем, что это был реванш или переворот. Мы хотим заявить еще раз, что мощный общенародный протест был вызван угрозами национальной безопасности, утратой суверенитета, завоеванной нашим народом ценой огромных жертв. К этой опасной черте подвело страну прежнее руководство во главе с Александром Анкваб, ставший на путь массовой паспортизации жителей Гальского района и восточных районов Абхазии, являющихся гражданами враждебного нам грузинского государства. Народ не мог смириться с подобными вопиющими и циничным беззаконием. Исход сыграл здесь поистине судьбоносную роль.
Однако эта идея паспортизации, то есть приема в гражданство Абхазии лиц, являющихся гражданами Грузии, по сей день остается в повестке дня наших оппонентов. Так, в одном из их заявлений, в феврале месяце 2016 года, говорится следующее. Вопрос паспортизации беженцев не может быть решен в одностороннем порядке. В целом же вопрос о правовом положении беженцев в Гальском районе, в первую очередь вопрос паспортизации, должен соответствовать четырехстороннему соглашению, согласно которому все проблемы, связанные с беженцами, могут решаться путем переговоров между сторонами, подписавшими этот документ. То есть они нам предлагают эти вопросы согласовывать с Грузией. Фактически авторы заявления приходят к выводам, отрицающим юрисдикцию Абхазии в пределах своей территории, включающей Гальский район, и ставящим под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны. Получается, что решение вопроса правового статуса жителей Гальского района мы должны согласовывать с Грузией и другими участниками четырехстороннего соглашения. По существу наши оппоненты предлагают нам вернуться к положению, существовавшим до признания независимости Абхазии. Излишне говорить, что приведенные заявления и ссылки на данное соглашение являются юридически некорректными и политически ошибочными. Актуализация этого документа в современном контексте не просто абсурдна, но и является попыткой подвергнуть сомнению политические позиции и юридический статус Абхазии как суверенного и независимого государства. Все это не укладывается ни в какие логические рамки. Заявления подобного рода свидетельствуют о том, что действия лидеров оппозиции являются деструктивными, преследуют только личные интересы и направлены на преднамеренную дестабилизацию обстановки в стране. Несмотря на факты нарушения действующего законодательства, обмана и дезинформации многих граждан при сборе их подписей, президент Абхазии в конечном итоге принял решение о проведении референдума во имя стабильности в стране, преодоления политического противостояния в обществе. Это лишний раз подтверждает его уважительное отношение к мнению, волеизъявлению любой прослойки общества, если даже это мнение не соответствует умонастроениям всего народа в целом. Мы уважаем позицию президента, его конституционное право принимать то или иное политическое решение. Одним из принципов проведения референдума является свобода участия в нем. Участие граждан в выборах и референдумах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдумах. Свободное участие в выборах и референдумах наделяет правом агитировать без оказания какого-либо прямого или косвенного давления, как принимать участие в голосовании, так и не принимать. Исходя из вышеизложенного и действуя в строгом соответствии с законодательством нашей страны, политическая партия «Форум народного единства» обращается ко всем гражданам, которые считают, что очередные выборы президента должны состояться в соответствии с Конституцией Республики Абхазия в 2019 году, с призывом не принимать участие в голосовании на референдуме по досрочным выборам президента. Президент действующий избран законно большинством народа, и считаем, что нет никаких оснований для досрочных выборов. Обращаемся к населению страны, к другим политическим силам с призывом не идти на поводу реваншистским силам. Политиката процесска исайра динамикатство иштыпс. Зигирцкна умаша юбаша и накум тачкум абсважа абзия хама хажлар ахуя цухуицка айкарай музыка ягана и халаржиз референдум ахзат. Создарц таку ярбан Гурам Гару, Яхя,
иааҳарԥшырц иаҳҭаху, зыгәра ҳамго дарбан. Иҽсырԥшыр сҭахуп. Авторитартә принципқәа рыла аҳәынҭқарра ахадара зызуазеи, адемократиатә принципқәа рахь ҳаизгазеи, абарҭ аҩажә принципк ҳарҭ иаҳзеилымкаазар, агәра шәсыргоит, шәаала ҳазегьы ҳцап ареферендум ашҟа. Еилаҳкаауп. Ус ала иҳшааԥшылак, абрысҟаара шьапхӡык аҭәаны, абрысҟаара ҩык ҳаҷкәынцәа рхы рыԥсы зқәырҵаз ҳҳәынҭқарра қәыԥш ус баша инеилажь-ааилажьны ргылашьа амаӡам. Сеилышәкаарц сҭахуп ԥсуаҵасла. Иара апозициа ҳаиҟоугьы ҳажәлар еиҟәшоуп, ҳанҵәеит, ҳаӡт мацарада, еиҟәшоу ажәлар идеологиала ҳаиҟәшоуп ауп акәымзар, ҳарҭ ҳаиҩызцәоуп, ҳарҭ ҳаиқәлацәоуп, ҳарҭ ҳаиҭынхацәоуп, ҳарҭ ачараҿ ҳаицтәоуп, ҳныҳәаҿақәа еибагоуп, ԥсуаҵасла сцәажәоит, ажәлар зегьы еилыркааратәа. Абри ҳаидтәыланы афутбол ҳаицахәаԥшуеит, ҳнапы еица инаҳҟьоит, ҳаицыкәашоит, абри амилаҭ роума иеиԥш, мап баба. Ԥсуаҵас иуҳәозар, уара унаскьа уҭыԥ ԥсасуа ҳауп иаҵанаго, иахьа ҳазҿу раԥхьа иргылан иаԥсуара. Избанзар, аԥсуа ида, аҳәынҭқарра ахагылара, даҽа милаҭк азин рымаӡам, уи ижәдыруа. Аԥсуа инықәзаауагьы, зыԥсы ҭоу аиҭыԥ акәша-мыкәша ирҭхьаԥшӡомызт, аха уи акала иҟазаап уи аиҭыԥ. Анаҩса ишәасҳәарц исҭаху, шәааиҳахәаԥш, абри аҵыхәтәантәи иаамҭа, ирымҳәои парад партии ҳаҳҳәозар еиԥш, заҟа партиа ҿыц аԥҵахаз. Иауозма аамҭақәак раԥхьа, абас алауреи аауҭахханы, шьоук ааизаны апартиақәа ԥырҵуа, уи аҩыза аҭаҩра арегистрациа аҟаҵарақәагьы мап иабзиаӡаны иаҳдыруан, ус ала унадхаланы апартиа аԥҵара даараӡа иуадаҩын, избанзар иҟан амчрақәа уахь уназмышьҭыз. Аха адемократиатә принципқәа рыда даҽа принцип еиҳауагь шыҟам еилкааны аҳәынҭқарра ахада, иара аҵыхәтәантәи аизара ду ҳахеидикылазгьы зынӡа ҳшымгәыӷӡоз игәаанагара жәанызқь роума, зеижәнызқь роума, сара арҭ сыжәлар роуп, ргәаанагара садгылоит ҳәа ареферендум ҩбаҳгоит ҳәа иҳәеит. Ари зылшоз зхы иақәгәыӷуа аполитик иоуп. Даҽаӡәызар длак-ҩакуашәа дыҟазар, иԥшаауан анапаҵаҩрақәа иашан иҳәарын, ма даҽакы иҳәарын, ма закәанла иашан иҳәарын, аха сыжәлар абри еиԥш иҟоу агәаанагара анроу схы ԥысшәоит иҳәеит. Ари иаҳәо абриоуп, ари аполитик имч дақәгәыӷоит, ари аполитик ихы дақәгәыӷоит, ари аполитик дызҩноу амҩа шиашуа идыруеит, адгылара шиоуа идыруеит. Сара агәра ганы сыҟоуп, иашала ихәыцуа ҳауаажәлар ари ареферендум ахь ишымнеиуа. Ҳарҭ ҳақәгылан уахьшәа мнеин ҳақәыҟәа ҳаҳәо аӡәгьы ҳишьҭалаӡом. Аха ауаа рхырдыруа иахьа аиашеи ахәахәеи еилзыргаша ажәлар ҳамоуп анцәа иџьшьаны. Анаҩс даҽакгьы иацҵар исҭаху, аҩызцәа, шәааиҳаицәажәа, аибашьра ашьҭахь Владислав аԥсаҭа-бзиа иҩыҵра ҳааҵакны, абыржәиахьа аҿар абиԥара ҿыц игылаз, аелита ҿыц ԥхьаҟа ҳәынҭқарра згараны иҟоу, абарҭ иахьа гхаԥхак рымазаргьы, иреиҳау аҵара иурҭақәа, европатәи астандартқәа ирықәшәо аҵараҵан иааз теориала зегьы рдыруа, аха аԥышәаҿы ирбароуп. Иахьа мызкы, ҩымз, шԥсык аҿынӡа, шԥсыки бжаки аҭахызар ҟалап, аԥышәа арҳаразы. Шәааи убри аамҭа раҳҭа, иаҳгәалаҳаршәап ҳарҭ ԥшьыни жәижәахатәи ашықәс анаҩс, ҳарҭгьы дара реиԥш ҳқәыԥш-қәыԥшӡа. Абри зегь зылшоз аӡәы ҩыҵра ҳаҵаиргылан, убри акәзаргьы ҟалап, иахьа абра ҳақәгылангьы ҳцәажәаратәа ҳҟазҵаз, абарҭгьы амҩа раҳҭа агәра шәсыргоит ишыҟам. Шәааи иара анализ хәҷык ҟаҳҵап, иҟоума аполитикатә плюрализм ҳаизышьҭоу иахьа аҳәынҭқарра напхгараҿы. Хымԥада иҟоуп. Арҭ адемократиатә институтқәа зыӡбахә сҳәаз рымацара акәӡам. Адемократиатә практикагь ҳамоуп. Иахьа зхәыцрақәа еиԥшым, згәаанагарақәа еиԥшым, апартиақәа, идеологиақәа наҟ-ааҟ идтәыланы еицәажәаратәы, ргәаанагарақәа еибырҳәаратәы, хымԥада дара-дарала конкуренциа рыбжьазароуп,
еиҳамчра зауз аиҳабыра ашҟа днеиуан. Абас ауп, иахьаҿыц иҿырҵыз апартиақәагьы рыгәҭасра аҭахым, адгылара рҭахуп, иааӡатәуп, избанзар адемократиатә ҳәынҭқарроуп иҳаргыло. Ареферендум аԥсоуп ҳаизԥхьаӡо, днеины ибжьит иаԥсам ҳаизԥхьаӡо, уахь усгьы ҳшымнеиуа еилкаауп. Я хотел бы присоединиться к многочисленным поздравлениям с победой нашей сборной на чемпионате мира по версии КАНИФА. Победа нашей команды имеет не просто спортивное, но и историческое значение. Впервые мы принимали у себя чемпионат мира по футболу, показав всему миру, что мы умеем бороться не только с оружием в руках, но и достигать побед на спортивной арене. При этом мы смогли организовать спортивное мероприятие на высоком международном уровне. И вполне оправдана была та высокая оценка, данная главой нашего государства, нашим выдающимся футболистам, награждение орденами Ахет-Зепша 3-й степени и выплата денежного вознаграждения. В эти дни мы ощутили единство нашего народа. С чувством гордости и патриотизма мы восприняли победу нашей команды. Я считаю, что нашему народу и в дальнейшем необходимо быть единым для достижения великих целей строительства нашего государства и социально-экономического развития нашего общества. Уважаемые друзья, сейчас я хотел бы коротко высказать свое мнение о ситуации на сегодняшний день. Сегодня в окружающем нас мире очень неспокойно. Приведу некоторые примеры. Это незатихающий конфликт на востоке Украины, конфликт в Сирии, который не так и далеко от нас, набирающий обороты радикальный терроризм, который выражается в насилии против десятка тысяч человек не только на Ближнем Востоке, но и в центре Европы. Неконтролируемая миграция. А по соседству с нами в Грузии регулярно проводятся военные учения с участием натовских советников и инструкторов, на которых отрабатывается техника, применяя новейшие виды оружия, вооружения, которые до этого у нашего противника не было. И все это происходит вокруг нашего государства. На этом фоне предсказуемых рисков и опасностей важную роль в сохранении стабильности мира в регионе играет наш стратегический союзник Российская Федерация. И об этом нужно помнить всегда. Друзья, как известно, наш народ прошел долгий изнурительный путь к свободе, путь, который прокладывали наши предки, путь постоянной борьбы за свободу, независимость и государственный суверенитет. Мы всегда будем помнить, что в Отечественной войне 1992-1993 годов тысячи сыновей и дочерей отдали свои жизни за свободу Апсны. После кровопролитной войны наш народ, не успев пережить радостные чувства победы и долгожданные чувства свободы, оказался в блокаде. И лишь сплоченность и взаимовыручка помогла нам выстоять в тяжелые военные и непростые блокадные годы. Безусловно, это результат единства нашего народа. Сегодня, когда после стольких жертв, испытаний и лишений, после того, когда мы завоевали победу, независимость и признание, имея реальные возможности экономического роста нашего государства, именно в этот момент нас снова и снова пытаются разделить, раскалывая на мелкие группы, противопоставляя друг другу. На мой взгляд, это происходит потому, что люди, не имеющие отношения к участию в войне, к борьбе за свободу и независимость, стремятся к власти. Обращаясь к вам, призываю вспомнить о предыдущих годах, о том времени, когда все вопросы решались одним человеком, когда существовало одно мнение, его правильное, и остальное неправильное, когда в стране росла коррупция, не говоря уже о незаконной паспортизации, которая могла привести к утрате суверенитета. В этот период страна находилась на грани, и не только решительные действия патриотов, взявших весь груз ответственности за будущее Абхазии на себя, остановили это падение. При этом нам досталось тяжелое наследие. Это и долги, и тяжелое положение в экономике, неустойчивая система управления. И нам удалось за неполных 2 года решить немало проблем. Наладить денежное поступление в бюджет за счет внутренних возможностей, как известно. А это немалое достижение. Мы можем достигнуть большего, и у нас есть потенциал.
Но для государства и общества жизненно необходима стабильность. Уважаемые друзья, Абхазия не может, конечно же, существовать отдельно от всего мира. Она его неотъемлемая часть. Все, что мы делаем, вызывает интерес в мире. На нас смотрят, анализируют, все наши действия делают выводы. Мы должны показать всему миру, что мы демократическое правовое общество, объединенное общей идеей свободы и независимости, где существует диалог понимающих друг друга сторон, а не вечные споры между политическими группировками. Как мы знаем, оппозиция инициировала проведение референдума. В связи с этим хочу сказать, что в истории нашего государства уже проводился референдум. И мы все помним, какое историческое значение он для нас имел. Это было действительно знаковое событие в истории нашего народа. Нынешний же референдум создает прецедент, который имеет силу источника права, то есть вносит изменения в правовые нормы и тем самым нарушает регулирование общественных отношений. Но, понимая необходимость сохранения стабильности в государстве, наш президент принял решение и публично подписал указ о проведении референдума. И это правильно. Это поступок мудрого политического лидера, который не цепляется за кресло власти, а думает о благе народа и государства. Рауль Джумкович Хаджимба в очередной раз доказал, что он со своим народом был, есть и будет всегда. Я убежден в том, что ни при каких обстоятельствах наш президент не бросит свой народ. Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с призывом хорошо обдумать, принимать вам участие в референдуме или нет, помня о том, что это может привести к большему расколу нашего общества, а возможно и к противостоянию. Выступая сегодня перед вами, хочу выразить свое мнение и мнение большинства женщин-ветеранов по поводу предстоящего референдума. Среди наших ветеранов женщин есть и те, которые за проведение референдума. Это их конституционное право, и это право мы уважаем. Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии в абсолютном большинстве против проведения референдума по многим причинам. Я могу сказать некоторые из них коротко. Во-первых, референдум приведет к подрыву позитивных процессов в экономическом и социальном развитии страны. Вместо того, чтобы реализовать многие непростые решения, направленные на улучшение жизни нашего народа. Во-вторых, считаем его несвоевременным. В то время, когда у нас курортный сезон, мы будем проводить референдум, разговаривая с народом, а мы общаемся. Многие устали от референдума, выборов. Очень многие поддерживают правильную политику нашего президента, и я уверена, что многие сделают правильный выбор. На наш взгляд, нет никаких веских причин и оснований проведения референдума, так как глава государства Хаджимба Рауль Джумкович и его команда не нарушили Конституцию и ничего не могут предъявить оппозиция президенту нашей страны, которое могло бы считать основанием для требования о досрочной отставке президента. Мы, женщины-ветераны, поддержали бы референдум только в том случае, если бы президент и его команда проводили бы опасную политику для нашей страны, или он защищал бы свои интересы, или предал бы интересы государства. Но ни одного обвинения, которое предъявляют нашему президенту и его команде, нет ни одного подтверждения. Думаю, что инициаторы проведения референдума рассчитывали не на положительный итог, а на отказ о назначении референдума, надеясь использовать данное решение для стабилизации обстановки. Уверена, что мудрый многонациональный народ Абхазии примет то решение, которое позволит двигаться дальше по пути повышения благосостояния граждан и укрепления абхазского государства. Поддержат нашего президента, который прилагает невероятные усилия, чтобы объединить, сплотить наш народ, работает строго по Конституции. Считаем, что
Все усилия власти и оппозиции должны быть направлены на объединение народа и укрепление основ нашего государства. Уважая референдум как форму прямой демократии, мы, женщины-ветераны, в абсолютном своем большинстве и от себя лично являемся противниками такого голосования, которое предлагает оппозиция. Считаем, что это ведет к дестабилизации и углублению раскола в обществе, поэтому мы не хотим и не будем участвовать в референдуме. Как мы знаем, представители оппозиции инициировали проведение референдума, на котором предлагают нашему народу дать ответ на следующий вопрос. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия? Оппозиция аргументирует постановку этого вопроса в сложившейся критической общественно-политической ситуации. Но ни в одном из заявлений оппозиционных организаций не озвучены реальные причины, объясняющие их инициативы. В чем, по их мнению, состоит критическая общественно-политическая обстановка? А если она такая критическая, то какие пути выхода? Что предлагает оппозиция? Ничего, кроме того, что ей не нравится сегодняшняя власть. Да, мы тоже хотим, чтобы правительство более интенсивно работало на благо государства. Да, мы тоже хотим кадровых перестановок. Да, мы тоже хотим, чтобы народу стало жить лучше, чем вчера. Но это же не причина менять власть раз в год. А теперь о нашем решении по референдуму. Уважая референдум как форму прямой демократии, в то же время мы являемся противниками такого голосования. Считаем необоснованным, опасным, несвоевременным проведение референдума по такому вопросу. И поэтому наше решение не участвовать в референдуме. И призываем всех граждан Абхазии на недоверие президенту не принимать участие в этом голосовании. الدنيا جيم يسوى أجيوبوليتيكا زبلري بخي بفرج أبستازا على خطي حتى نحوي أبسوا حدو حرزكي رشتخو أزكي بشحذبيك ورشنح حنم خرادة بسوق وشام أشيما زر خالة يرزنك عادزوم ويما يجماجة ويتشا يلا شوي يخي دنيا يعم يبسوا أي بشري نخكنزيجي زخشو بارا مجد أي بستعي بارو زنقل بتاعي Агара яш силаз Аллах дарит гёпуя ох. Азартыш агара авою амбарте тим газет убрикш силаро. Ашишкам стракаяраста жанбе ханай дараш нахует ахаяз хашов яфло. Абсыт фигерина буза алга авою дарпш домыз. Его бажепка авою децашур изгого башия кдявы. Ахавой Аллах гарат был гёталар арападан наколодз. Друзья мои, люди добрые. Тяжело говорить, но надо. Осознанно или неосознанно, или это кому-то очень надо, мы каждый день убиваем самое дорогое, самое ценное, что есть у нас. Это абхазское великодушие. Мудрость и величие Абхаза состоится в его совести. Потеряв совесть, человек теряет все. Потеряв все человеческое, человек готов продаться. Продав себя, так легко продать и интересы Родины. А Родина одна, роднее не бывает. В последнее время некоторые лжегерои и быстро растущие генералы опять хотят разъединить наш народ и мечтают вновь прийти к власти и успешно разделять и властвовать, грабить государство, называя нецелевой тратой денег. Мудрее мудрости не бывает. И нельзя быть дураком и не видя это все в глубине души становится аж больно. Сплоченность – успех командной победы. Победив себя, победишь весь мир. Не надо стесняться своих ошибок, мы люди свойственны их создавать. А его величество человеческое должно быть превыше предрассудка. Память сильнее времени. Вспомним наших героев-освободителей, чьи светлые души отданы для блага нашей Родины. Мы все прекрасно знаем, насколько была тяжела цена этой свободы. Однако я сегодня точно знаю, что зависть и лицемерие, и лень явно убивает нацию. И это есть национальная безопасность. Это болезнь надо сейчас остановить, пока нас всех изнутри не сожрало. Блуждающий и неидейный человек, когда попадает в пространство пустоты, задает себе много вопросов, во что сам не может ответить.
сами себя загоняют в кабалу, оттуда нет возврата. Когда народ слишком политизирован, страшнее нету. Это та розетка рано или поздно даст замыкание. Сплоченность и вера в будущее, трудолюбие, воспитание будущего поколения не только даст развитие нации, а оставляет за собой мудрое государство. И как говорят, где есть мудрое государство, там есть счастливый народ. Сегодня, когда речь идет о референдуме, я отвечу так. Нет конкретных предъявий президенту Республики Абхазия, за что этот референдум необходимо провести. Ведь государство строит не один президент, а весь народ одновременно. Включим память. Недавно же, не нарушая Конституции Республики Абхазия, большинство голосами был избран президент Хаджин Барауль Джумкович. Он опять дал позиции шанс, подписав о проведении референдума, чтобы они осознали свою неправоту и незаконность и нецелесообразность проведения референдума в целом. Вспомнив девиз команды Хаджимба «Долой коррупции, единая сплоченность, сплоченный народ, сильное государство». Медленно, но что и делается на сегодняшний день. Друзья мои, я верю в завтрашний день. Я верю, что Абхазия возродится. Я верю, что чистота и мудрость наших гор никогда нам не позволят быть слабыми. Светлое будущее должно быть за нашими детьми. И никому и никогда не поздно честно жить. К сожалению, сама политическая система нашего государства, выстроенная за долгие годы политическими особняками, отторгает само понятие преемственности поколений. Именно поэтому народ Абхазии уже более 20 лет видит одни и те же лица в госуправлении, меняется лишь их статус на новом поприще. Но как бы сильно многие не сопротивлялись здравой преемственности сегодня, завтра все равно наступит. И недавно прошедшие выборы, кстати говоря, депутатов в органы местного самоуправления это ярко продемонстрировали своим молодым составом. Мы часто слышим недовольство в адрес руководства страны о реформах. Да, действительно, это непопулярный путь. Легче всего идти по накатанной. Но иногда складывается впечатление, что мы столько времени идем по накатанной, что стали ходить кругами. И путь реформаторский, пожалуй, это единственный правильный путь. Мы также часто слышим в обществе недовольство кадровой политики. И с этим я, кстати, могу согласиться. Но и это не может являться основанием для требования отстранения от должности законно избранного президента Абхазии. С сожалением прошу обратить внимание на тот факт, что в нашей стране дефицит профессиональных кадров. Для эффективного управления любым отделом, структурой, комитетом или министерством необходимы не родственные отношения или политическая принадлежность, а профессиональные качества самого человека. Эти кадры невозможно купить. Их необходимо воспитывать и готовить из числа именно молодого поколения. К примеру, во многих странах работает государственная программа по подготовке профессиональных кадров. В России уже с 90-х годов работает так называемый президентский резерв управленческих кадров. В Абхазии пока нет такой практики. Политическая партия Апсны предлагает создать комиссию по подготовке и реализации данной программы с привлечением представителей различных политических партий и общественных организаций. Набрать и подготовить в течение 3 лет необходимый кадровый резерв управленческих кадров, к примеру, из 100 молодых граждан Республики Абхазия. Только с таким подходом неизбежная преемственность поколений будет не просто преемственностью, а профессиональной сменой управленческих кадров, готовые двигать нашу страну вперед, в будущее. Политическая партия Апсны готова объединиться в союз с различными политическими партиями и общественными объединениями, целями которых является укрепление нашего государства и неразделение народа на своих и чужих. На наш взгляд, отличительной чертой таких союзов должна стать ориентация на государственный подход, объединяющий народ Абхазии. Ибо союз политически ориентируется чаще на следующие выборы. И лишь только государственный подход ориентируется на будущее поколение без разделения малочисленного народа Абхазии.
Политическая партия Апсны поддерживает само понятие референдума как законного института волеизъявления народа Абхазии. Но мы не поддерживаем и не можем поддержать проведение референдума, назначенного президентом Абхазии на 10 июля 2016 года, о недоверии президенту Хаджибу, так как президент Республики Абхазия не нарушил ни одной из статей Конституции. В то же время политическая партия Апсны считает поступок президента Хаджиба мудрым и мужественным. Этот поступок настоящего лидера многонационального народа Абхазии, который без сомнения заслуживает уважения и при любом раскладе останется в истории Абхазии. Пользуясь предоставленной возможностью, хочется еще раз поздравить народ Абхазии с большим праздником, чемпионством нашей сборной по футболу на чемпионате мира. Этот праздник подарил людям незабываемые эмоции, сделал наш многонациональный народ одной сильной командой. В эти дни в Абхазии царила атмосфера единения, сплоченности и праздника. Хотелось бы, чтобы эта атмосфера передалась нам по наследству, и мы все вместе трудились во имя процветания нашей Родины. Убежден, что в этих словах нет ничего невозможного. Теперь хотелось бы остановиться на теме, обсуждаемой сегодня в нашем обществе. Начну с того, что Демократическая Абхазия – это не оппозиционная и не пропрезидентская партия. В то же время сегодня модно именовать себя центристом, но и здесь рынок абсолютно заполнен. Мы, если хотите, партия со своей позицией. Мы, как и говорилось ранее, готовы к сотрудничеству с любыми политическими силами, для кого государственный интерес стоит выше любого личного. Еще раз хотелось бы обозначить нашу позицию по назначенному референдуму. Не хотелось бы долго говорить о том, что это самый демократический метод волеизъявления народа, это и так всем понятно. У нынешней власти, как и у любой последующей, много проблем. Конечно, не все обещания, взятые на себя, выполнены, но есть и объективные причины невыполнения этих обещаний. Но говоря о недочетах, нельзя и не увидеть то, что все-таки сделано. Проведена судебная реформа в стране. Проведена, хоть и не до конца, как нам кажется, реформа органов местного самоуправления. Реализовалась программа льготного кредитования бизнеса. Конечно, хотелось бы, чтобы кредитный портфель был гораздо больше, но все же надеемся, что это только начало. Увеличились показатели платежей в бюджет с таких топовых туристических объектов, как Рицинский национальный заповедник и Новоафонская пещера. Друзья, референдум народ Абхазии провел один раз в своей современной истории, и он был очень важный. Это событие имело место быть в 1999 году. И мы считаем, что любые другие проблемы, стоящие в обществе, могут и должны обсуждаться на других площадках. И потому мы не поддерживали и не поддерживаем референдум, назначенный на 10 июля 2016 года. Не стоит нам всем манипулировать сознанием народа, говоря о каком-то расколе в обществе. Его нет и быть не может. Мы тоже живем в этой стране, не приехали сюда вчера и все видим и чувствуем. А заменять понятие объединения народа объединением политических элит вокруг кабинетов мы никогда не поддержим. Друзья, у нас много проблем, которые нужно решать сообща. Наш народ победил в войне, выстоял в блокаде, и он обязан жить достойнее. А для этого нужно всем политическим силам работать на созидание и меньше заниматься популизмом. Друзья, давайте приучим себя к тому, что если мы что-то критикуем, то взамен будем что-нибудь предлагать. Давайте все вместе станем похожими на тех футбольных фанатов, которые неделю верили в Апсны, в нашу победу и победили все вместе. Иахьа зегьы шыжәдыруа еиԥш, Аԥсны аҿиарамҩа иануп. Уи зыԥсадгьыл азы згәы былуа уаҩы ибаратәы иҟоуп. Аха зегьы шаадыруа еиԥш, иҟоуп шьоукы-шьоукгьы уи абара зҭахым, уимоу аҽыԥныҳәа ҟазҵогьы. Аҽыԥныҳәа аҟаҵара мариоуп, аха иара ианахәҭоу иахьаҭыԥу ҳәа ахатәҭыԥ амоуп. Ишыжәдыруа еиԥш, иахьатәи ҳхадара русураҿ рыԥсадгьыл амаҵ азура ианнеи, ҳтәыла
економикала даара иуадаҩыз аамҭа иҭагылан. Ҳаԥсадгьыл аҿаԥхьа ишьҭан имаҷымкәа ауалқәа. Урҭ зегьы ишахәҭоу рҭыԥ иқәҵатәын. Ииашоу, шықәсык, ҩышықәсала аҭагылазаашьа уадаҩ алҵра мариаӡам. Аамҭа кьаҿ ибжьанакыз аҩныҵҟа иҟаҵоу ашьаҿақәа рылҵшәа иубаратәы иҟоуп. Иахьа Аԥсны Ахадара, аҳәынҭқарра ахада ԥызара ззиуа, ииашоу амҩа иануп. Иаҿуп ҳҳәынҭқарра ашьҭыхра политикала, економикала уҳәа. Уи зырҵабыргқәа ируакуп Урыстәыла аҳәынҭқарра ахадеи Рауль Џьумка-иԥа Ҳаџьымбеи рнапы зҵарҩыз ашәҟәы. Еиуеиԥшым атәылақәа рҭаара. Иара убас ҳхатәы ресурсқәа ирыбзоураны ҳаҩныҵҟатәи ҳбиуџьет акыр иазҳаит. Уи зыбзоуроу гәаҵ-ԥыҳәала аус азнеиреи иреиҳау амчратә структурақәеи рхылаԥшра ауп. Аԥсны Ахада ииашан ишазгәеиҭо еиԥш, ҳтәыла иалшоит ахала аханыҟәгара. Иҟоуп убас еиԥш жәаԥҟак ҵәҩанкала аанда узышшуам ҳәа. Убри аҟнытә иаҭаху ҳаз зегь ҳаидгыланы, утәы-стәы ҟамҵакәа ҩнапыкала ишахәҭоу аус азнеироуп. Ҳхатәы интересқәа наҟ иныԥхьакны, маҷк иадамзаргьы ҳԥеиԥш ҳазхәыцыр. Иахьатәи аамҭаз ареферендум аҟны иқәгылоу азҵаара хада иеиуоу имҩаԥгатәума изаамҭанынтәи аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа ҳәа. Ари азҵаара ҳарҭ аҿар ҳхеилак аҩныҵҟа изныкымкәа ҳалацәажәахьеит. Ҳарҭ ари аҩыза агәаанагара ҳзадгылом, избан акәзар иҵаҵӷәыдоуп. Имаҷым аҳәынҭқарра аҿар рганахьала иҟанаҵахьоу адгыларақәа, аспорт аганахьала, акультура, ақыҭанхамҩатә усқәа инадыркны уҳәа. Аԥсны аҳәынҭқарра ахадара изну амҩа иадгылоу Гәылрыԥшь араион иқәынхо аҿар рыхьӡала исҳәарц сҭахуп. Аԥсны Ахадара имҩаԥгатәу аусқәа рҿы адгылара шыҟаҳҵо, избан акәзар ҳарҭ аиашара иадгыло ҳауп, иаҳҭахуп иашала ламысла ҳаԥсадгьыл Аԥсны амаҵ азаарц. Народ имеет право голосовать или не голосовать. Есть 4 вида голосования. Это когда человек голосует за, это когда человек голосует против, или человек воздерживается, или человек просто не участвует в голосовании. Я понимаю, после сегодняшнего собрания у наших оппонентов возникнут очень много претензий к этому собранию, что мы бойкотируем и тому подобное. Но поверьте мне, не участвовать в такой акции – это тоже политический акт. И мы это говорили давно, и сегодня мы с большим уважением относимся к главе государства, к его решению, к его усилиям стабилизировать ситуацию в стране. Его усилия именно стабилизировать ситуацию привело к тому, что он подписал данный указ. И наш народ, он очень свободолюбивый народ. Пусть никто не говорит, и власть, и оппозиция, что этот народ можно за руку взять, куда хочешь повести. Если наш народ посчитает нужным прийти проголосовать, он это сделает, кто бы как ни хотел. Если наш народ считает нужным не пойти, кто бы как об стенку не бился, он не пойдет ни на какие голосования. Владислав Дуги идгалазумаст. Мариамзиора харшот хаквар ходос коншукизер хозепш. Напынышт хнакар туйпылара. Мариамзи ахаяхаичгис. Амьялырх. Исхос хаубрио. Харахауэрлар. Обжитейту. Майтейтум уйдерхал ирцбот. Дорогие друзья, братья наши с оппозиционных сил, хотели вы референдума, вы его получили. Идите и голосуйте. И второе, что я хотел бы сказать. Мы маленькая страна. И народ у нас небольшой, к большому сожалению. Все видят и все знают. Ничего, как говорится, не утаишь. Мы в последнее время истерим, что 27 мая 2014 года в стране произошел переворот. Да, действительно, 27 мая 2014 года в стране создалась
крайне критической ситуации. Политическую оценку этой ситуации дал парламент страны, дал глава государства недавно на встрече с общественностью. Всем известно, я сейчас повторяться не буду, из-за чего и почему это все произошло. Правовая ситуация того дня диктовала условия, что парламент принял решение не из-за возможности, не из-за сложившейся ситуации, что глава государства не может исполнять свои обязанности, отстранила его от обязанностей президента Республики Абхазия, и исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Ганба Валерий Рамшухович. Если по логике юридически подходить, Ганба Валерий Рамшухович, как они говорят, оказался переворотчиком и главой хунты, которая пришла тогда во власть. Так вроде бы. Не Хадимба пришел, а Ганба Валерий Рамшухович во главе спикер парламента, который 3 месяца исполнял свои обязанности. Ребята, если это глава хунты, если это государственный преступник, а это наш друг и политический соратник, как у любого нормального человека, у него тоже есть свои радостные моменты в жизни. Неделю тому назад у этого человека сын женился и свадьбу он играл. И во главе с главой государства мы все были там. К моему удивлению, вся оппозиция во главе с господином Бжаня тоже там находилась на свадьбе у этого военного переворотчика. Давайте не будем друг друга обманывать. И давайте, когда мы выходим к трибуне или подаем какие-то интервью, говорим о том, что наш народ разделен, что наш народ... Да никто ничего не разделен, врем мы. Наш народ, что не разделен, футбол показал суть. Если мы будем предлагать нашему народу общенациональные идеи, наш народ никогда не разделится. Если мы каждый раз нашему народу непонятные вещи, как будущий референдум, будем предлагать, наш народ не будет понимать, чего же мы от него хотим. И последнее, что я хотел сказать. Вы поймите одно. У нас в марте 2017 года выборы в парламент Республики Абхазия. Формирование одного из основных органов государственной власти в Абхазии. Если мы по таким вот прихотям будем все время мучить народ, а может так случиться, что в парламент наш народ скажет: глупости, не хотим вообще принимать участие, и мы не сформируем, понимаете, такой главный орган, как парламент Республики Абхазия. Пусть никто не думает, что дестабилизировав ситуацию в Абхазии, ему удастся, понимаете, спокойно жить на этой земле. Я бы советовал всем. Наш народ Шеварнадзе со своей армадой напугать не смог. У нас в этой послевоенной жизни много было истерических моментов. Мы хотели в свое время выгнать великого Владислава. Пусть никто не забывает эти моменты. С какой болью этот великий человек ушел в мир иной. Мы ему наносили, мы умеем так наносить удар. Я вас уверяю, мы соратники Рауля Хади открыто и по-мужски ему скажем, если он посягнет на Конституцию, если он кланово, как некоторые наши недруги пишут об Абхазии, что у нас чуть ли не клановая страна, никакой клановой страны нету. Вот так пойдите по первому ряду, вот где руководство, найдите с одной фамилией 2 человек. Мы все представители разных фамилий, но мы являемся частью нашего гордого народа. Республикат политикат партия обснужила рак за форум айзера дуакна дук гылайт обснахада Рауль Хаджимба. أبزر حمد الزقة رأي خيس أبزر رمزات حواج لرأيهم أقرب سرقود يخيال حزق شوزبو إنكار أي كل خريز كوسو يزدرود تشكنا سزقنا حالا أقول نمزر بقيقو يزدرود بزيزن حزخزاز حزخمزز أخا أقرب سرقود سخيس زادن كلو
Дуньяхан сыжлар сырцум причинс. И хуалас ну о, вывези ассоциации и аларан делаться. Я хочу златчаю азцара, шера ифиц без я хабра его вапсра, уик гуанагаро. Я гуанагара и ну порацахоза. Я хабар. Аха сарас на беззазвез. Хаджла и рыму демократия площаден а референдум амебгара. Вагинеевот палап, вагинеево рызыге, они джуки шурбе, якша хат хотхан рбияна гозер, уизик алацом. Баба цузгой алап, якша хат хотхан алап, винткарра на демократия процесско мепусвазер хтахоза, уэ референдумге еще кто ала, а законы шагола имя бахгаро. Аха этах исход, пехесану гулозги. Ярдна суайлар исход. Сарас из хинхало пардухадзам псна. Еха истохо казацко. Хаджлар уевицас яхагу яхабзодурн. Хайцнухон. Винткар яхмрдзербиш. Абря разыге шар цура халсны еха. А ты пореймакра яхрхена. Они мат сцерхен из дербоги. Уямат яхвну гиз джибейтазцо. Яха амат язкуцур хенкар рапсад елацкис. Рча ныркылар из дродалшапа алар. Джуга ираса жойцена. Урыстула из дзэджом. Ой гило. Аха урыстулаги а политика структура корей хабатша, ой гадзамито. И бзедзе нирдырвы. Винткар айкур хорошо тахум. Баши гихацхразом. Аха уяцхра рехарто изызгу. Акызацкоп хаджлар унзейнадзарц. Ехяожран зазеге. Иманчала никопан сызхомаха. Ехя хазгуамя. Цакыс яму. Абартапара паххы ярхон. Ехин залшо. Харахат джабалы хархава. Харихауа, яха хайчихан, хацнугопхан, агуанагарасыму. Ишхыз хайт, рааз гито, шгуанагара, акоп хаджлар, рацшоп, пенткар маджук хотаха, хазла ауалахду, хархамац. Пенткар ду хаяйн, ехяо жранз, ежих пашуксы, инерыцна, а пенткар аргылара хаджыза, яхалшу маджц. Ацухтан исхартистаху. Хаджлар зэгвегылан, баба укцхан варфар, а тып агза муссило, на унаскяру. Издырвада яхаей юдай, издырвада яхайзл шот халар, яхябра айкула зачар, юмбар залшацом, ргухат хотва, апсны айкурхара зыган, яхаджабар бардившатагыла заша шрымо и шазхуцва. Яхя ашапылам был имя Бургоз, Шапулам пол асивицу яхдербейт. Хаджлар эйлых шрыман. Уска анейнейцу хозыге. Абас алар девшата глаза шапахцару. Ваапсу пахамазу. Агирах. Ятах исхойд. Сывжлар ирху садыскулот ярганзалаги. Республикат политикат партия обслужила рекзаара форум айзраду а делегация, а референдум амьяпгара азаараза и рыдыркулейта резолюция. Проект резолюции съезда Форума народного единства Абхазии. Первое. Сегодня общественно-политическая ситуация в стране является достаточно стабильной. В стране идет активный процесс политического строительства. Возникают новые партии и общественные объединения. Средства массовой информации могут выражать разные точки зрения. Их деятельности никто не препятствует. В стране существует свобода слова. Функционируют институты гражданского общества. Все это свидетельствует о том, что наша страна отвечает основным требованиям демократического государства. Президент Рауль Джумкович Хаджимба при поддержке Народного собрания добился разработки двустороннего подписания и ратификации нового договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. С тех пор в рамках данного базового договора подписано множество соглашений между министерствами и ведомствами двух дружественных государств. На последней встрече президентов
России и Республики Абхазии была отмечена последовательность и стабильность взаимоотношений этих государств. Несмотря на попытки оппозиции навязать обществу мнение о том, будто с приходом к власти нового руководства Абхазии отношения с Россией стали ухудшаться, развитие событий свидетельствует об обратном. Идет активное взаимодействие сторон по принятию соглашений в различных сферах, налаживаются многосторонние взаимосвязи с субъектами Российской Федерации. В стране проводятся реформы. Так реализуется реформа по внедрению казначейской системы. Завершена реформа бюджетного устройства. Повышается прозрачность в банковской системе. Активно продвигается конституционная реформа. В нынешнем году будет сформирован Конституционный суд. Принят пакет документов по совершенству судебной системы. Реформа местного самоуправления уже проведена. Собрания наделены большими полномочиями. Наблюдается положительная динамика и в экономической сфере. В целом рост экономики в 2015 году составил 7,8%. Наиболее важным является достижение, когда мы сами можем формировать доходы бюджета и в перспективе выйти на приемлемый уровень самофинансирования. Работникам бюджетной сферы выплачиваются повышенные заработные платы за счет собственных ресурсов. Сокращается общая сумма государственного внешнего и внутреннего долга, оставленного в наследство прошлой властью. И все это в условиях кризисных явлений в мировой экономике, а также отсутствия ожидаемой финансовой помощи из России. Значительно оживилась банковская система. За 2015 год банковские доходы увеличились до 500 миллионов рублей. Реализована программа льготного кредитования малого бизнеса. В этой обстановке, когда в различных сферах государственной деятельности наблюдается положительная динамика, утверждение оппозиции о том, что новая власть не способна управлять государством, является голословным, ничем не обоснованным. Инициатива проведения референдума по вопросу досрочных выборов президента без всякой аргументации свидетельствует о том, что его инициаторы преследуют только реваншистские цели. Между тем, выборы президента в 2014 году прошли в соответствии с законами Конституции Республики Абхазия. В выборах принимал участие кандидаты и от оппозиции, который признал итоги выборов. Легитимными выборы признали и международные наблюдатели. Таким образом, нет никаких оснований для досрочных выборов президента. Исходя из этого, республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» заявляет о том, что не будет принимать участие в референдуме по вопросу о досрочных выборах президента и обращается к политическим и общественным организациям, населению страны с призывом руководствоваться здравым смыслом и не идти на поводу реваншистских сил. Второе. Вчера в интервью информационного агентства «Абхазия-Информ» руководитель Фонда политических и социально-экономических исследований Аслан Бжаня заявил, что в настоящее время завершается формирование центрального, а также городских и районных штабов. В ближайшие дни все штабы приступят к работе. Данное заявление и действия по созданию штабов не укладываются в рамки закона о референдуме. Действующее законодательство допускает создание предвыборных штабов исключительно кандидатов в президенты и кандидатов в депутаты, так как только конституционные законы о выборах президента и выборах депутатов предусматривают создание избирательных фондов для финансирования избирательной кампании. Данные законы четко определяют источники формирования избирательных фондов, их предельные размеры, предусматривают направление отчетности в Центральную избирательную комиссию.
Какие штабы создают политические партии, поддерживающие идею проведения референдума? Из каких фондов и источников будут финансироваться их деятельность? По нашему мнению, штабы создаются для того, чтобы оказать давление на граждан с целью их принуждения в участии в голосовании. Обращаемся в ЦИК как к органу, на который возложены функции организации проведения референдума, с просьбой отреагировать на данные нарушения законодательства. Республиканская политическая партия «Форум Народного единства» 10.06.2016 года.